Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Два похожих чрезвычайных происшествия. В Горном районе между двумя вахтовиками произошла драка, как водится, во время застолья. Один из них взял топор и ударил своего противника. Мужчина выжил, но врачи наложили 6 швов на резаную рану в задней части головы потерпевшего. Кстати, подозреваемый был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. А в Вилюйском районе на почве пьянки поссорились местные жители 53 и 65 лет. Первый ударил топором по голове второго. В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Отец, который скинул ребенка со второго этажа в Сунтарском Улусе, признан слабоумным. Напомним, история произошла в конце января. Пьяный отец скинул своего 10-месячного ребенка со второго этажа в собственном доме за то, что тот не давал ему спать. Ребенок несколько дней провел в коме, врачам удалось сохранить жизнь малыша. Как оказалось, это не первый случай насилия в этой семье. Экспертиза указала на психические расстройства обвиняемого. Дело направлено в суд. В рамках расследования уголовного дела проведены 4 экспертных исследования, в том числе установившие, что обвиняемый не осознавал фактический характер и общественную опасность совершаемых им действий в силу умственной отсталости, относящейся к категории слабоумия. При допросе в качестве обвиняемого вину в инкриминируемому преступлении мужчина признал полностью и дал показания об обстоятельствах совершенных им противоправных деяний. 4,5 годам лишения свободы в колонии поселения приговорил Якутский гарнизонный военный суд виновного в крушении военного самолета Ил-18 в Булунском районе. Напомним, самолет произвел жесткую посадку в 29 километрах от поселка Тикси 19 декабря 2016 года. В результате один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы. Дело возбудили против руководителя полетами аэродрома. Согласно приговору, обвиняемый дал указание экипажу на снижение ниже установленной безопасной высоты полета. Помимо срока он должен будет возместить Министерству обороны стоимость разбившегося самолета. Сотрудники ДПС Якутска предотвратили пожар на улице Жарницкого. Они увидели, как со второго этажа деревянного дома валит густой черный дым. Не раздумывая, полицейские бросились в подъезд и стали стучать в двери, пытаясь разбудить жильцов. Тут же вызвали пожарных и скорую. Дверь пришлось взломать. В клубах дыма полицейские отыскали спящего на диване мужчину. Прибыв на место, установили место возгорания. С квартиры номер 15 шел густой дым. Приняли меры к эвакуации граждан. Мы дверь собственными силами открыли и обнаружили, что там находится гражданин в беспомощном состоянии. В результате была оказана медицинская помощь. К счастью, все закончилось благополучно, никто не пострадал. В Ленске водитель наехал на забор. ДТП произошло на улице Чапаева. Героем стал 28-летний водитель Toyota Vitz. Как показало медосвидетельствование, водитель был пьян. Он получил ссадину скулы, а 30-летняя пассажирка растянула коленку. За апрель по республике произошло 166 дорожно-транспортных происшествий. Травмы в этих авариях в общей сложности получил 21 человек. Только вчера в столице республики произошло ДТП с перевертышем. Репортаж Дмитрия Тымырова. Водитель автомобиля «Газель» ехала на высоких скоростях на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Тойота». Водителя иномарки увезли на карете скорой помощи. Утром в 8:30 был доставлен водитель автомашины «Тойота», который подозрение на переломы. После осмотра консультаций переломы исключили и по месту жительства отправлен домой. 21-летний водитель «Газели» не пострадал. Он ехал со стороны Октябрьской. От полученного удара хлебовозка опрокинулась на левый бок. Автомобиль пришлось загрузить на манипулятор и увезти. В столичной госавтоинспекции сообщили, за сутки происходит более 10 дорожно-транспортных происшествий. И все они из-за несоблюдения правил дорожного движения. Всего на территории города Якутска за 3 месяца текущего года произошло 871 дорожно-транспортных происшествий, из которых в 110 дорожно-транспортных происшествиях получили травмы различной степени тяжести участники дорожного движения. А в Центре экстренной медицинской помощи Республиканской больницы номер 2 за первый квартал этого года поступило 134 обращения. 37 участников автомобильных аварий госпитализировали. Автоинспекция города Якутска еще раз напоминает водителям, необходимо соблюдать скоростной режим. Повышенное внимание у автобусных остановок, школ и детских садов. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск.
В Чурапче возбуждено уголовное дело на сотрудников Фонда поддержки инициатив пенсионеров ИТИ. По версии следствия, они брали деньги на долевое строительство 15-квартирного дома. Однако не регистрировали договоры. Дом должен был быть построен еще в 2016 году, но деньги на строительство были потрачены на выплату долгов фонда и погашение кредитов. Первоначальный срок ввода данного дома в эксплуатацию был обозначен застройщиком как декабрь 2016 года. Затем эти сроки неоднократно переносились. И в ходе проверки нами установлено, что денежные средства, привлеченные от граждан, были затрачены не все на строительство данного дома. Данный фонд имеет плохое финансовое состояние, денежные средства были арестованы частично. Часть денежных средств потрачены на другие нужды, что, безусловно, является нарушением федерального законодательства о долевом строительстве. За нарушение правил сроков охоты будут накладывать серьезные санкции. Об этом заявил министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. Он отметил, что нарушителям грозит даже уголовная ответственность. Между тем, за первый квартал этого года инспекторы министерства провели 185 рейдовых мероприятий и выявили 486 нарушений. 240 тысяч рублей наложено в виде штрафов, а исков на возмещение ущерба предъявлено почти на 2 миллиона рублей. На этом у меня все. Берегите себя.